Все, начинаем эфир. Добрый день, уважаемые коллеги! Рады всех приветствовать на вебинаре, посвященном особенностям реализации предметной области родной коми-язык в начальной и основной школе. Вначале, наверное, представимся. Я Терентьева Светлана Николаевна, директор Института педагогики и психологии и автор учебника по коми-языку как неродному. Рядом со мной Эльвира Ивановна Полякова, кандидат педагогических наук, сотрудник Коми-Республиканского института развития и образования и автор учебников по коми-языку как родному. Наверное, добрый день еще раз. Наверное, начнем наше сообщение с того, что для начального уровня общего образования представлено несколько вариантов примерных учебных планов. Первый вариант – это для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. Второй вариант – это для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народа в России. И третье – это для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном нерусском языке, а также образовательных организаций Республик Российской Федерации, в которых законодательно установлен наряду с государственным языком Российской Федерации государственный язык Республики Коми. Поэтому сегодня наш вебинар будет состоять из двух частей. В первой части мы бы хотели вам рассказать о реализации предметной области родной коми-язык как родной. И простите за повтор. И вторая часть будет посвящена коми-языку, реализации предметной области коми-язык как неродной. Поэтому сейчас слово предоставляю Эльвире Ивановне. Она расскажет про коми-язык как родной. Добрый день, дорогие учителя. Разработана программа. Вот эта программа, на слайде есть там эта программа, учебного предмета коми-язык как родной для начальных классов. Эта программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и определяет цель, задачи, планируемые результаты освоения программы учебного предмета коми-язык. Еще нажмите. Общей целью курса родного языка на ступени начального общего образования является формирование у младших школьников ключевых компетенций, которые младший школьник должен освоить в процессе обучения. Достижение данной цели осуществляется в процессе развития коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. Вот эти компетенции соответствуют как обучению, при обучении коми-языку как родному, так и неродному. Первая компетенция, очень важная, это коммуникативная. Данная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности на родном языке, основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования родного языка в различных сферах и ситуациях общения. Следующая компетенция – языковая. Данная компетенция предполагает знание самого языка, освоение знаний о родном языке, его фонетическом, лексическом, грамматическом устройстве, а также эффективно работать с учебной книгой, пользоваться различными лингвистическими словарями и справочной литературой. Языковая компетенция предполагает овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса, знание языковых норм. Систематический курс коми-язык как родной представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений. В учебниках они представлены в рамках. Ну и, конечно же, орфографические пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, состава слова, синтаксиса. Вот всем этим дети должны овладеть, и мы называем языковой компетенцией. Третья компетенция – это культуроведческая. Предполагает осознание родного языка как одной из культурных ценностей, формы выражения национальной культуры и традиций, понимание учащимися национально-культурного своеобразия родного языка, воспитание чувств и патриотизма к малой родине,
любви к коми-языку как средство общения и получения знаний. И при реализации культуроведческих компетенций, конечно же, большое значение имеют тексты. Мы же на материале текстов обучаем коми-языку как родному, так и неродному. И поэтому, конечно же, когда мы отбираем тексты, обращаем на это внимание, чтобы через тексты мы познакомили детей и с культурой, с традициями коми-народа. При обучении языку учащийся расширяет свои представления о родном крае. Следующий слайд. Природных богатствах республики, истории и культуре народа коми. Все помещенные в учебниках тексты близки интересам детей данного возраста и ценны в воспитательном и познавательном отношении. Ну и расскажу теперь об учебниках. Для обучения коми-языку как родному разработаны учебники, учебно-методический комплект, можно сказать, коми-язык для 2 класса и коми-сёрни тоже для 2 класса, где предусматривается работа по обогащению и обогащению словаря и развитию речи учащихся. Дальше здесь учебники в 2 частях уже. Коми-язык для 3 класса, часть 1, часть 2. Это самые последние издания, они уже не переиздаются. Коми-язык для 4 класса и коми-сёрни для 4 класса. Ну и 1 класс, это период обучения грамоте. Так, на изучение коми-языка как родному в начальной школе отводится 405 часов, в том числе в 1 классе 99 часов, во 2-4 классах по 102 часа в год. Далее. Программой предусмотрено обучение родному языку с учетом 2 уровней. 1 уровень – это базовый, и все это заложено в программах и в учебниках. Базовый уровень, то есть ученик научится кому-то, да, и все расшифровано. И 2 уровень, то есть это зона актуального развития. И 2 уровень повышенный, то есть ученик получит возможность научиться. Это уже зона ближайшего развития. Следующее. Для реализации основных задач родного языка предусмотрен деятельностный подход. Ну и деятельностный подход при обучении родному и неродному коми-языку. Формирование учащихся предметных и метапредметных результатов. Деятельность во владении родным языком рассматривается в 2 аспектах. Первый аспект – это учебная деятельность, то есть усвоение знаний о языке. И второй аспект – это речевая деятельность, усвоение языка в процессе общения. Поэтому все уроки коми-языка как родного, так и неродного организуются в процессе общения, через организацию, через общение. Ну, сейчас мы не будем подробно раскрывать, что ставится целеполагание, дальше действия учащихся, саму технологию не будем рассказывать, но вот эта технология деятельностного подхода предусмотрена и в самих учебниках. То есть сначала тема, проблемный вопрос, дальше упражнения и в конце уже контроль, да, и структуре урока, конечно. В структуре урока в учебнике, да, содержание учебника. Ну, вот эти аспекты речевая, учебная деятельность и речевая в процессе обучения взаимосвязаны. Далее, деятельностный подход предполагает, что знания о языке приобретаются и проявляются только в деятельности. Поэтому какие здесь компоненты структуры учебной деятельности? Это учебная задача, это и в учебнике и на самом уроке всегда ставится. Дальше учебные действия. Их при планировании мы предусматриваем и говорим, что мы будем выполнять в учебниках. Упражнения самые разные, да, на аудирование, на говорение, на письмо. Ну, а урок заканчивается действием контроля и оценки, когда мы в структуре урока называется рефлексия. Формирование предметных умений тесно связано с развитием у школьников учебно-деятельностных умений, то есть универсальных учебных действий. Ну и, конечно же, это регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Вот все эти универсальные учебные действия мы подробно прописываем в карендарном тематическом планировании. То есть на каждом уроке эти универсальные действия отрабатываются. На какие-то большей степени обращаем внимание, да, на что-то может быть. Но я думаю, регулятивный, коммуникативный, это уж точно на каждом уроке. И добавлю сразу, Вера Ивановна, и в программе они у нас все расписаны. То есть учитель уже смотрит сам в соответствии с темой урока, какие универсальные учебные действия он формирует на конкретном, может быть, уроке, и что должен, к чему должен, каким результатам прийти к концу обучения в 4 классе. И по коми-языку как родному, и как неродному. И как неродному. Все это прописано. Следует сказать, что вот мы учебники конкретно какие есть показали, но в настоящее время разрабатываются учебно-методические комплекты по родному языку 2-го поколения. Это на слайде у нас есть. Значит, что мы над чем сейчас работаем в настоящее время? Во-первых, разрабатывается типографская печать учебников по коми-языку для всех 3 классов, и все учебники будут в 2 частях. Вот как здесь для 3 класса у нас в 2 частях учебники, да? Такие же в 2 частях будут учебники для 1 класса, для 3 и для 4. Кроме этого, электронная форма учебников, которые будут включать дополнительную информацию, картинный словарик, иллюстрированный картинный словарик, и интерактивные тесты для контроля после изучения каждого раздела и аудиоприложения, включающие некоторые тексты для слушания. Поэтому в учебнике будут вот такие значки. Ребенку нужно определенное, значит, нажать, установить, и может этот текст не читать, а послушать, да, для выразительного чтения, для аудирования. Какое-то слово незнакомое, значит, они опять-таки нажимают на словарик и видят картинку. Причем мы долго думали и решили, что надо дать на русском и на коми-языке название того или иного предмета. Ну и кроме этого будут изданы методические рекомендации к учебникам по коми-языку с тематическим планированием. Значит, вот, пожалуйста, для 2 класса 102 урока. Вот на все 102 урока у нас есть, значит, обозначены тема, учебные задачи, а потом уже те универсальные учебные действия, которые и предметные, и метапредметные. И характеристика деятельности. Да. По коми величиш яслын, бош там тудым лун яс, да хужем лун яс, налын величан, да ужалын сям. Так называется по коми. Вот, значит, вот так мы разделили на 3 части. Вот. И прописываем каждый урок. Вот над этим я сейчас как раз в данный момент и поработала. Что у нас в новых учебниках? Да, в новых учебниках большое внимание обращается на оформление. Это рубрикация, выделение главных мыслей, ключевых понятий, схем моделей, условных значков, структурирование материала каждого урока и так далее. Следующее. В учебниках коми-язык до изучения нового раздела сформулированы основные задачи учебной деятельности учащихся. То есть, что позволяет узнать, чему конкретно они будут учиться, какие умения будут развивать или совершенствовать. То есть, вот учебник начинается, раздел, вот, пожалуйста, эмакыв, и в начале, до изучения этой темы, все расписано. Тыдмалам, узнаем, величам, научимся. Это умение. Поэтому вот к этому небольшому разделу, к этим знаниям, умениям, ученик может возвращаться, ну, конечно, под руководством учителя. Возвращаемся, что мы узнали, над чем нам нужно, то есть они видят перспективу. Это до изучения. А в конце изучения раздела предложены проверочные работы по этой теме. Рубрика «Это ты знаешь», «Таесты тыдан», «Таесты кужан». Выполнив проверочные задания, учащиеся сами проверяют уровень усвоения предметных знаний и умений. Но только предметных. Метапредметные, конечно, в учебнике мы не стали давать. Так, что можно сказать об учебниках? В учебнике
в учебных пособиях, значит, дается календарно-тематическое планирование темы. Дальше каждая тема начинается с формулировки учебных вопросов. И очень часто эти учебные вопросы как проблемные. То есть мы ставим проблему, а дальше эту проблему мы будем реализовывать. Дальше нужно отметить, что предусмотрена проблемная диалогическая технология на уроках открытия новых знаний. То есть новые знания – это новые понятия или новые орфографические правила. И здесь, конечно, ставится проблема и решается какая-либо задача. Понятно, что формулируют те определения или правила сами учащиеся. Здесь мы помогаем детям, безусловно. Учитель должен помочь, дать либо схему опоры или вопросы. И формулировав, значит, дальше уже сравнивает, а как же это дается в самом учебнике. Дальше система продуктивных творческих заданий. Я, конечно, старалась как можно больше интересных таких творческих заданий. Ну и разноуровневые задания на выбор. Условный знак в учебнике, восклицательный знак – это трудное задание. Поэтому иногда внутри одной темы бывает, что 2 задания, а может быть даже 3. И тут учитель дает возможность детям выбрать, какое задание. То есть, может быть, одно задание не так трудное, другое более трудное и так далее. То есть, вот разноуровневые задания. Ну и хотелось бы еще обратить внимание на то, что в учебниках во всех для 2-го, для 3-го, для 4-го включены репродукции картин коми-художников. Вот давайте посмотрим, какие же репродукции картин для 2-го класса. Безумов «Весна в Лемью». Тоже Безумов «Морозное утро». Это для 2-го класса. Киселев «Золотая осень». И Ермолина «Бабушкино место». Вот, пожалуйста, 4 картины для 2-го класса. Нужно сказать, я очень долго отбирала, какие картины. Ну вот, пока эксперимент Выбор показывает. Да. 3-й класс. Это Ермолина «Деревенская утварь». Ну, на каком языке, конечно, в учебнике будет дано. Безумов «Деревня зимой». Безумов опять «Летний день». Как я люблю Безумова. И Ермолина «Бабушкины шанги». И, наконец, 4-й класс. Там более трудные картины. Ермолин «Разлив на Сысоле». Киселев «Лесной ручей март». Кочев «Лето в тундре». Пастухи. И все, какой-то картины не хватает. 3 картины. Еще одна картина есть, она исторического характера, тоже 4 картины. Там историческая картина. Так, что нужно здесь сказать о картинах? Это не значит, что со 2-го класса дети по картине будут писать сочинения. Абсолютно нет. В учебниках даны вопросы для анализа. Анализируем, дети отвечают, рассматривают. То есть мы постепенно учим со 2-го класса рассматривать и читать картину. А дальше, может быть, 2 предложения всего напишут. И в методических рекомендациях я тоже даю разноуровневые задания. Ну, давайте посмотрим 1-й уровень, то есть для слабеньких. Для слабеньких будет дан текст, а детям нужно и опорные слова. Детям только остается эти опорные слова соотнести с картиной и включить в текст. Да, соттаны. Более сложный уровень. Даны опорные слова и состав несколько предложений. Ну и самый сложный уровень. Напиши сочинение. Ну, может быть, в классе есть достаточно, уже в 3-м, 4-м классе могут написать, но при этом можно тоже дать схемы предложений, да, начало предложений, возможно, и так далее, и так далее. Ну, вот я думаю, что эту картину можно использовать даже на уроках русского языка. Допустим, если взять систему «Школа России», там же у нас есть раздел «Картина-галерея». Так, вам какая-то картина, может быть, детям не так нравится, или вы считаете, что очень сложная. Например, «Богатыри», да? Очень сложная картина для 2-го или 3-го класса.
И замените. Таким образом вы будете на уроках русского языка реализовывать региональный компонент. Можно и на русском, и на коме, да? И на русском, и на коме даже. Совершенно верно. Вариант на русском, да, а дальше уже на коме. Да, одну и ту же картину. Вот, пожалуйста, вы уже увидели через картины, как мы детей будем знакомить, да, культуроведческим, то есть реализуем культуроведческую компетенцию, да. То есть вот тут тундра, да, ведь Ижимский район и так далее, другие районы знают, а вот, допустим, да, а другие-то не знают эти тонкости. Да, олени, нарты нужно объяснить, ну и так далее. Одежда, вот эта малица и прочее. Где тундра, и здесь можно связать с краеведением, уроками краеведения. Возможно, даже подготовка к сочинению на уроках краеведения. То есть вот, смотрите, здесь интеграция, да, работа над картинами. Вот что мне хотелось очень кратко рассказать. Если будут семинары, когда-то мы с вами встретимся и более подробно вам рассказывать, рассмотрим уроки проблемные, уроки развития речи и так далее. Ну, а сейчас Светлана Николаевна Терентьева, коми язык как не родной. Аудит учебных планов по Республике Коми показал, что большая часть школ Республики Коми выбрала дисциплину родной язык как государственный. И в учебных планах запланировано 1 час в неделю на изучение данного предмета. В настоящий момент у нас существует программа по коми языку как неродному, где предусмотрены такие часы. 1 класс это 1 час в неделю, всего 33 часа в год. И 2-4 класс это 2 часа в неделю. Поэтому, наверное, когда учителя составляют уже рабочие программы, они все-таки должны опираться на новую программу, так как она разработана в соответствии с требованиями ГОС начального общего основного образования, общего образования. И из большего можно уже меньше сделать, из 2 часов, то есть найти и опираться на учебники, получается, пока старые, так как в настоящий момент издан только 1 класс, коми язык как неродной, остальные классы учебники только рукописи, к сожалению. То есть они пока не изданы. Хотя напечатаны, подготовлены уже 3 года тому назад. То есть рукописи все готовы, тетради готовы, но пока не издаются. Я хочу немножко сегодня рассказать про учебник коми язык для 1 класса. Теоретической базой построения учебника является коммуникативно-деятельностный подход, так как основа все-таки федерального государственного образовательного стандарта – это системно-деятельностный подход. В основе коммуникативно-деятельностного подхода лежит реальная речевая деятельность в различных ситуациях общения. Коммуникативно-деятельностный подход предъявляет следующее требование к современному учебному процессу. Это коммуникативное поведение учителя на уроке. Второе – это использование упражнений, максимально воссоздающих значимые для учащихся ситуации общения. Третье – это параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи. Четвертое – учет индивидуальных особенностей учащихся. И 5 – это ситуативность процесса обучения. То есть это основные положения. Конечно, есть еще другие составляющие подхода и требования. Коммуникативно-деятельностный подход также предусматривает широкое использование групповых и парных форм обучения на уроке, постановку и решение проблемных задач, организацию учебного сотрудничества между учителем и учеником и между самими учащимися. Исходя из вышесказанного и с учетом возрастных особенностей первоклассников, содержание учебника для 1 класса построено на ситуативной основе. Большую часть страниц занимают сюжетные иллюстрации. Тут Эльвира Ивановна уже листала, да? И очень много сюжетных картин. Вы знакомы с этими учебниками? Большая часть учителей, вы все-таки, наверное, работаете по этим учебникам. То есть все это позволяет заложить основу формирования коммуникативной компетенции у первоклассников. И еще раз повторюсь, то, что тут сказала Эльвира Ивановна, вот все эти компетенции, и культуроведческая, и коммуникативная, и языковая, они тоже заложены у нас в программу и формируются через те упражнения, которые представлены в учебнике.
А вместе с вымышленным героем медвежонком, это медвежонок Ошпи у нас на титульном листе и на каждой странице встречается, первоклассники включаются в активную речевую среду, путешествуя по страницам учебника. Также медвежонок приглашает детей к участию в разных видах деятельности. Это слушание коми-речи, общению на коми-языке, анализ условий предложений, чтению, раскрытию лексического значения слов, составлению предложений, диалогов, рассказов. Для развития учащихся познавательного интереса и активизации их деятельности и в учебнике, и в тетради, есть еще тетрадь у нас по коми-языку, имеются задания на моделирование, конструирование, классификацию и сравнение. То есть это еще и позволяет формировать метапредметные результаты. Работу с учебником следует начинать со знакомства с его структурой. Учащимся совместно с учителем необходимо рассмотреть систему условных обозначений, которая представлена у нас на первой странице. Упражнение учебника составлено с таким расчетом, чтобы каждый ученик был включен в деятельность. Каждое упражнение сопровождается инструкцией, то есть указанием того, что надо сделать. Если в упражнении содержится несколько заданий и таких много заданий, необходимо выполнять их в указанной последовательности. Прежде чем ученик приступит к выполнению упражнения, учителю следует выяснить, все ли дети понимают содержание задания и порядок его работы. Инструкцию может разъяснить как учитель, так и ученик, то есть парами могут работать. Иллюстративный материал учебника позволяет обогатить словарный запас учащихся, способствует активизации внимания учащихся и помогает в создании речевых ситуаций. В конце учебника представлен словарь. То есть словарь, то есть он два словаря у нас, русско-коми и коми-русский. В первом классе нету. Нет, оба словаря. Русско-коми и коми-русский. То есть, чтобы было удобно детям выполнять еще и домашние задания, если предполагает учитель какое-то задание дать детям. И на уроке легче, чтобы было. Обучение коми-языку носит комплексный характер. На одном уроке организуется работа по обучению всем видам речевой деятельности, и чтению, и говорению, и письму, и аудированию. Материал учебника построен таким образом, чтобы на каждом уроке учащиеся могли включаться как в устные, так и в письменные формы речи. Но все-таки надо отметить, что в первый год обучения преобладающей формой является устная речь. Основной задачей учителя в данный период – это формирование навыков аудирования и говорения на коми-языке, накопление определенного лексического запаса и формирование правильного произношения звуков коми-языка. В итоге хочу сказать следующее, что в настоящее время помощь учителю студентами нашего института в рамках выпускных квалификационных работ разрабатываются интерактивные уроки с использованием смарт-доски по учебнику для первого класса. Планируем проведение мастер-классов по внедрению вот этих интерактивных уроков и, может быть, выступление на конференциях, чтобы вас уже познакомить и помочь вам и заинтересовать детей вот через инновационные технологии. Семинары, может быть, даже семинары. То есть потихоньку делаем по одному, по два урока. И в целом, чтобы уже показать комплекс разработанных уроков по данным учебникам. Все, что я хотела по своим учебникам. Наверное, хотелось бы услышать от вас каких-то вопросов, что бы вы хотели от нас узнать. Просто очень сложно так определиться, да, что именно волнует учителей. И, может быть, через вот эти контакты, через вебинар вы можете задать вопросы, чтобы к следующей встрече мы уже подготовили конкретные материалы для выступления. Мне бы тоже хотелось добавить
пожалуйста, вот каким-то образом связывайтесь с нами, с тем, чтобы пока мы разрабатываем вот электронный учебник и только-только начинаем, поэтому нам очень важно услышать ваше мнение, то есть что конкретно. Конечно, вначале мы хотели очень много всего, но столько технических трудностей оказывается при создании электронного учебника. Но если все получится, например, картинные словари мы хотим сделать отдельно, как диск для всех классов. Их можно будет потом использовать и при обучении языку как неродному. Вот, поэтому вот такие у нас в дальнейшем планы. И дай бог все это получится, как говорится, еще и рабочие тетради нам бы хотелось еще через годик, наверное, или два, может, как закончим вот полностью новые учебники, будут и изданы, возьмемся за рабочие тетради. То есть учебники, вот то, что студенты у нас делают, они будут с озвучиванием, с озвучкой, со всеми этими. И через задания, то есть, которые позволяют, то есть дети-то у нас привыкли сейчас в планшетах работать. Да? Озвучивают студенты педколледжа номер 1. И наши студенты. И наши студенты тоже. Они очень хорошо, то есть стараются, я думаю, все, которые владеют языком, все это будет услышано потом. Все, спасибо за внимание. Остановить трансляцию.